Но он не прошел первый год, потому что был молодой. Потом он год добавил в паспорте, и они поступили в Орджоникидзевское пехотное училище. О своем старшем брате Ибрагиме Ильянове Идрис рассказывает с гордостью. Еще до начала войны у Ибрагима были в арсенале награды. Одна из них – медаль за боевые заслуги. Военную карьеру начал строить с Орджоникидзевского училища, где его направили в школу особого назначения. Здесь младшего лейтенанта государственной безопасности определили в организацию СМЕРШ. И все сведения о них никого не поступали, ни родителям, никому. Он не был спецпереселенцем. Он вернулся в город Орджоникидзе в 1947 году. Он знал, что нас выселили. Как раз в этот день, когда он приехал, мне было тогда уже 7-й год. Я хорошо помню его. Высокий, как я, 2-метровый гигант, капитан. Кто там жил, чеченцы, ингуши, все сбегали смотреть на него, потому что всех офицеров наших выгнали, их не было никого, а он был. Но дальше история развернулась драматично. В 50-е будущий начальником почты Ибрагима Ильянова вместе с его другом, морским офицером, убили. Сели там с урками карты играть. И они обыграли этих картежников. Когда обыграли, они потребовали обратно то, что они выиграли, забрать у них. Урка Ажми. И эти два друга спиной к спине себе стали, даже вытащили, и их не подпускали к себе. Те хотели их убить, они их и убили. Они подойти не могли, эти здоровые ребята были. Они взяли в мешки, накидали камней и мешками их убили. Идрис также поделился судьбой своего двоюродного брата Батарбека Ильянова. Он, к слову, тоже учился вместе с Ибрагимом в Орджоникидзе. Однако после их пути разошлись. Пехотинца определили на фронт в Киев. Киев наши отбили. Потом второй раз его сдали немцам. И когда отступали наши, прикрывать надо отступление, вот его оставили прикрывать отступление наших войск. И там его убили. Вот газета «Командир части» прислал письмо моему дяде за его подвиги. Также в семейном древе у Идриса Ильянова была и участница Великой Отечественной. Первая ингушка, получившая диплом врача в 1928-м. Она работала в санатории, откуда ее призвали на фронт. Имя Фатимы Ильяновой было известно, а вот о двоюродных братьях узнали в музее случайно, через родственницу Ибрагима, и были приятно удивлены. Фотодокументальная выставка, посвященная 77-летию освобождения Европы от фашистских захватчиков, теперь пополнится именами еще нескольких героев. Поднявшись на священную войну, советские люди превратили страну в единый боевой лагерь и всеми силами и средствами обороняли ее. К осени 1944 года вся территория СССР была очищена от фашистских захватчиков. Плечом к плечу, наряду с многонациональной армией, сражались против немецких захватчиков и доблестные сыны Ингушетии. Многие из них штурмовали Берлин и написали свои имена на стенах Рейхстага. Тема кровопролитной войны, участие в ней, в том числе и наших соотечественников, близка для каждого жителя страны. Перед тем, кто был молод в 40-е, не стояло выбора. Они должны были защитить свою отчизну. Наша миссия заключается в том, чтобы передавать историю о подвигах простых людей из поколения в поколение. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.